Как развивать Гагарский район и эффективно использовать доходы от турсферы, что беспокоит граждан и как население взаимодействует с районным собранием, об этом подробнее будем говорить с главой Гагарского районного собрания Астаном Агарбом. Он сегодня у нас в студии. Я приветствую вас, Астан Заканович. Добрый день. Спасибо, что нашли время приехать к нам. Мне бы хотелось начать с цифр. Вот в 2022 году в Гагарском районе отдохнуло около 270 тысяч человек. Это данные администрации Гагры. Гагра по-прежнему остается главным туристическим центром страны. Как вы вообще оцениваете эти цифры, 270 тысяч? Действительно, как вы сказали, Гагарский район является визитной карточкой, можно сказать, нашей страны. Это главный туристический город нашей страны. И в советское время, и в настоящее время одним из главных отраслей экономики, бюджетообразующих отраслей является туризм и курортная сфера. Цифры, которые вы приводите, эти цифры действительно имеют место быть. По итогам прошлого года, как вы знаете, курортный сезон был очень хороший. И эти цифры мы смогли собрать благодаря слаженной работе органов местного управления, администрации, местного сообщества, жителей Гагарского района, в первую очередь, которые своим трудом смогли организовать отдых. И организовать туристический сезон. Цифры нас радуют, потому что последние уже 2-3 года у нас наблюдается динамика в этих цифрах. У нас 2021 год был так неплохой, и 2022. И у нас есть надежды, и мы надеемся. И туроператоры говорят, что и этот год, 2023 год, также должен быть, если ничего не помешает, внешняя конъюнктура, то и в этом году мы надеемся, что получить эти цифры. А как развивать вообще туристическую отрасль? Вот есть деньги, которые район заработал, помимо расходов, которые есть, бюджет в профиците, да, и есть какие-то свободные средства, которые будут направлены на поддержку. В первую очередь, для того, чтобы туриста привлекать, мы должны все-таки инфраструктуру района, инфраструктуру города вкладывать деньги. Это наши дороги, это наши места общего пользования, тротуары, это наши парки, это наше жилищно-коммунальное хозяйство. Вот туда мы в первую очередь будем направлять, и направляются туда средства, и в дальнейшем тоже будем направлять, потому что, как вы знаете, во время Отечественной войны Гагра была оккупирована, в Гаграх шла война, много было разрушено. И в советское время само это хозяйство, сама инфраструктура пришла в упадок, очень большой износ. И мы уже планомерно в течение последних 5 лет потихоньку восстанавливаем, ремонтируем именно инфраструктуру. А далее вторым пунктом в наших расходах это все-таки турист хочет посещать туристические места. Мы, как вам известно, в прошлом году закончили по инвестпрограмме ремонтные работы нашей достопримечательности. Это наша колоннада была приведена в порядок. Также приводятся в порядок другие туристические места. Создаются комфортные условия в городе. То есть это места отдыха, лавочки, где можно посидеть, отдохнуть. Набережная наша. Мы очень много средств вложили в ремонт набережной. И такие инфраструктурные То есть первостепенная задача – это приведение инфраструктуры в порядок. Приведение в порядок инфраструктуры. Когда говорят о развитии туристической сферы, этот вопрос связывается с инвестициями напрямую. Нужны деньги. Вы тоже говорите, что чтобы это все восстановить и привести в надлежащий вид, нужны деньги. По поводу инвестиций, на ваш взгляд, какие инвестиции нужны? Гагарская администрация подписала недавно соглашение с Татарстаном, с муниципалитетами Татарстана. Такое сотрудничество с регионами России, позволит ли это привлечь инвестиции, на ваш взгляд? Как вы вообще оцениваете эти соглашения? Да, эти соглашения, конечно, мы оцениваем высоко, потому что мы даем высокую оценку этим соглашениям. Благодаря этих соглашений о Гагре узнают в регионах Российской Федерации. Все-таки, когда уже сам непосредственно общаешься с руководителями регионов, до них можно донести более расширенную информацию о состоянии туризма или курортов. Вы знаете, как мы относимся. Для нас, например, каждый турист, он является инвестором.
Потому что турист, приезжая в Гагру, он вкладывает, привозит с собой деньги, значит, эти средства он оставляет в экономике района. Эти соглашения нам, не только вот в Казани, у нас и ранее были соглашения заключены, эти соглашения нам позволяют, во-первых, это обмен опытом. Мы видим, значит, как развиваются российские регионы, тот же Казань, тот же Татарстан развивается очень хорошо, очень динамично. И, значит, там помимо вот туризма, курортов, там идет развитие промышленности, потому что, как известно, курорт без промышленности практически не сможет существовать. Нам надо кормить туристов, нам надо их перевозить, нам надо транспортную, нам логистику и так далее. Очень много сопутствующих элементов, которые нужны и необходимы для развития туризма. Поэтому мы делимся опытом, наше руководство района выезжало вот в Татарстан, мы смотрели, как там идет развитие, и это для нас очень большой опыт. Но есть скептики, которые считают, что вот вы тоже сказали, что помимо Татарстана есть и другие соглашения у Гагры, но нет развития этих договоров, соглашений, что подписываются соглашения, а результата потом на деле мало. Нет, почему результат есть? Например, к нам приезжают туристы с этих регионов. То есть, если раньше туристы ехали, они сами там находили там места, сами бронировали, то здесь уже более целенаправленно идут туристы. Ну и обмен опытом, это для нас очень важно. У нас есть, кроме этих соглашений, вот хочу сказать про наши побратимые города. У нас заключено 9 или 10 соглашений, побратимые города. То есть мы с ними практически каждый год встречаемся, они приезжают, делегации приезжают к нам. Ну а что это дает? Вот обычные граждане не понимают, какой эффект от мы вот делимся, такого сотрудничества. Люди видят наш город, мы делимся с ними своим опытом, они делятся с нами своим опытом. И это, я думаю, считаю, что это очень большой плюс для развития нашего курорта. Если продолжить разговор об инвестициях, вот в район поступило от юрлиц, по данным той же администрации, более 2 миллиардов за 2022 год. Основная часть была направлена в объекты курортно-туристической сферы. То есть 2 миллиарда за год инвестиций. 2 миллиарда это имеется в виду общий объем инвестиций. Ну да, у нас идет активное строительство. То есть активно строится места для размещения туристов, активно, значит, строятся новые пансионаты, мини-гостиницы, санаторные комплексы и так далее, и так далее. Строятся рестораны, кафе, строятся предприятия, которые обслуживают, например, тех же туристов. Это можно здесь отметить предприятия промышленности, предприятия, те же вот заправочные станции. Сейчас вот мы завершаем в поселке строительство 2 заправочных станций. У нас есть еще крупные торговые предприятия, это торговые объекты. То есть это все инвестиции, это вот эта сумма 2 миллиарда, это вот все, вся вот эта сопутствующая инфраструктура. Мы начали разговор с того, что инфраструктуру, которая пострадала во время войны и от времени пострадала, ее нужно обновлять. Но когда мы говорим о потоке туристов, об увеличении потока туристов, то понятно, что это нагрузка на инфраструктуру дополнительная. Да, вот те же система водоснабжения, там электроэнергетика, там отходы мусорные и так далее. Все это тоже дополнительная нагрузка. И неоднократно здесь в студии мы тоже поднимали этот вопрос о том, все-таки какой турист нужен Гагре. Это турист, который платит много, этих объектов поменьше, но таких дорогих отелей, либо это большое количество туристов, но различные такие, которые отвечают запросам бюджетного туриста. Все-таки Гагра какой ориентир, на ваш взгляд, должна взять? Ну, на мой взгляд, мы должны ориентироваться на любого туриста. То есть мы должны создать такие условия, мы и создаем эти условия. То есть пока не до выбора нам. Да, мы не выбираем сейчас, какой турист должен быть богатый, там, среднего достатка или бюджетный турист. Любому туристу мы рады. Любой турист, как вы знаете, человек планирует свой отдых. То есть он год работает, там, собирает на отдых с семьей, с детьми, выезжает, и мы рады любому туристу. То есть мы не смотрим, что там он богатый или он там бедный. То есть, несмотря на издержки, которые там, нагрузка на инфраструктуру и так далее, Гагра пока все-таки и
там среднему туристу и да, то есть у нас бюджетному есть туристу. на выбор, то есть нас можно выбрать. Ну и тогда справедливо возникает вопрос вообще о внешнем облике Гагры, да, если Это в есть первую очередь, да, за 500 сегодня... рублей, наверняка там меньше расходов, и вообще жители пытаются максимально застроить, заработать за этот сезон. И как это все будет выглядеть впоследствии, через несколько лет? Нет, в этом плане, да, конечно, мы чуть упустили вот здесь, но сегодня мы, конечно, здесь сказывается отсутствие законодательных актов, нормативных актов, градостроительного кодекса. То есть человек строит, он хочет развиваться. Мы не можем ему запретить не строить, потому что у него семья. Там. Но в то же время у нас в Гаграх есть службы, есть соответствующие подразделения, которые отвечают за вот эту архитектурный облик. И мы стараемся... То есть, чтобы прийти вот здесь как попало построить, конечно, мы такие вещи не допускаем. Пытаемся, стараемся, и администрация, и ее структурные подразделения в этом плане проводят определенную работу. Мы сейчас выстраиваем эту работу, и наводится вот в этой сфере порядок. Я помню, торговые ларьки были снесены. Такой был шаг. С одной стороны, конечно, теми людьми был негативно это все воспринято, но в целом для жителей, здесь, для конечно, облика... я хотел бы отметить и активную роль вообще самого и главы администрации Ильи Чехагуш, который вот в этом плане очень активно занимается вот этими вопросами, благоустройством, то есть потихонечку убираются вот эти все старые постройки, взамен предлагаются другие проекты, то есть мы людей не оставляем там без ничего, то есть если мы что-то убрали, то взамен предлагаются другие варианты, поэтому работа в этом направлении идет. Сейчас мы уже практически все наши тротуары приводим в порядок, практически уже завершены эти работы. Также идут работы по благоустройству мест общего пользования. Эти работы при подборе материалов, при подборе там, строительных материалов и инструментов и так далее, мы стараемся, администрация района старается больше акцент делать на качество, больше акцент делать на внешний вид, на то, чтобы это все соответствовало и природе, и самому городскому ландшафту. Но резать по-живому, вот как в случае с ларьками, все-таки приходится, и это сложно, наверняка. Ну да, конечно, сложно, конечно, но в этом плане мы пытаемся и разговариваем с людьми, и объясняем. Я еще раз повторяюсь, что мы все-таки предлагаем нашим гражданам альтернативу. Предлагается альтернатива. Так просто по-живому, да, понятно, человек привык там, к какой-то точке, к какому-то месту. И воспринимает это как собственность. Да, я думаю, что мы находим общий язык и будем находить общий язык с нашими гражданами. А как вы взаимодействуете вот в вопросах с администрацией, с гражданами? Вот как происходит это взаимодействие между вами, населением и руководством? Практически мы открыты ко всем вопросам. Граждане могут, жители, горожане и жители района могут в любое время прийти и в собрание Гагрского района, и в администрацию, и к главе района по любым вопросам. То есть у нас нет там каких-то ограничений. Человек может прийти с любым вопросом, он может получить и получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Что касается вот остальной системы, разрешительной системы, у нас есть соответствующие комиссии с участием депутатов, общественности. Мы привлекаем при обсуждении проектов и общественные организации, там, ветеранов, старейшин, депутатов. То есть вот такая вот совместная работа у нас налажена и с администрацией именно в Гаграх. А в продолжении вот туристической темы все-таки главной проблемой остается, если мы говорим о развитии туризма, это проблема водоснабжения, с одной стороны, и мусора. Водоснабжение, если отдельно про это говорить, все-таки проблема решится в ближайшее время? Да, если вы наблюдаете, то у нас мы планируем, к 2025 году, такие у нас планы есть, эту проблему решить. Но все-таки, вы понимаете, здесь не только субъективные факторы. Здесь есть объективные факторы. Вы знаете, в Гаграх рельеф, там нет таких территорий, таких огромных площадей. Рельеф у нас сложный. У нас снабжает нас водой. Мы воду берем из реки Рипруа. Вы знаете, Рипруа – это самая короткая река. Сам маршрут линий коммуникации, они проходят по сложному рельефу. То есть это холмистая местность, там где-то есть скальная, где-то надо будет, проводить сложные
геологические работы. Но мы надеемся, что к 2025 году уже есть планы, уже есть проекты. К 2025 году мы сможем основную часть, большую часть города обеспечить водой. Да и сегодня у нас половина города, она получает воду постоянно. Просто есть районы, где она идет по графику. Все еще идет по Да, графику. все еще И идет по люди графику. пытаются как-то приспособиться сами. Да, подается вода. Сейчас у нас и утром, и вечером подается вода по графику. И, конечно, это людям тяжело. И люди нас понимают, потому что это не сейчас произошло. Это было еще в советское время. Я помню 80-е годы, 85-е, 86-е годы. В Гаграх вода была по графику. И в то время. А по поводу мусорных отходов, свалка? Что касается свалки, это, полигон твердых бытовых отходов. Он тоже у нас давно находится на территории Гагрского района, там территория села Лахадзех. Вы знаете, этот полигон, без него тоже невозможно, потому что надо куда-то девать бытовые отходы. Но рядом объекты разные, туристические, рядом люди, объекты, дома. Вы знаете, здесь полигон был там открыт еще в 70, если память не изменяет, 78-е, где-то под 80-е годы. Объемы мусора были другие тогда. Да, объем был другой. И когда открывался полигон в советское время, было выбрано специально такое место, где, это были территории, это были пустыри. Там люди не жили, это были территории, совхозные территории, то есть там не было населения. Это мы уже потом потихонечку люди начали там строиться. Но когда человек строится, он должен определиться, посмотреть, где он строится. Не надо строиться возле полигона. То есть сейчас вы хотите сказать, что сейчас виноваты люди? Не, я не говорю, что виноваты, но, вопрос ставят, надо закрыть полигон. Хорошо, мы его закроем. А куда мы денем бытовые отходы? Смотрите, за 2 года полигон почти здесь я еще вырос в объем. Вырос в объем, потому что у нас добавилось еще и Гудаутский район. Вы знаете, в Гудаутах полигон был закрыт. К нам с Гудауты возят твердые бытовые отходы с Афона, к нам привозят. Поэтому он если бы внутри Гагрского района, мы могли бы этот полигон, занимаемся мы там агротехническими мероприятиями, культивация идет этого полигона. То есть он бы нам для Гагрского района, этот полигон, хватало бы для содержания, для сбора. Были же инициативы там же, в Гагрском районе, когда пытались переработать часть отходов? Да, мы пытались. У нас были инвесторы, они хотели, не то, что хотели, там уже даже у нас были соглашения с ними заключены. Они построили, цех по сортировке. Вы понимаете, тот объем мусора, который собирается в Гаграх, он для инвестиций, для инвестора, он незначительный. Им нужны хорошие, большие объемы. Во-первых. Во-вторых, те отходы, которые они сортируют, их же надо вывозить еще. То есть там нужна железная дорога, там вопросы перевоза границы и так далее. То есть эти все факторы для инвестора, не стали неподъемно эта деятельность, невыгодно. Мы и пытаемся, мы ищем, но объем мусора не такой же большой для того, чтобы нам строить какое-то огромное предприятие. Понимаете, если оттуда убрать, например, металл, убрать там органические, то там что остается? Для района много, а для инвесторов мало. Да, для инвесторов. В основном пластик. Пластика тоже не так уже и много. Поэтому для того, чтобы там построить какое-то перерабатывающее предприятие и так далее, объема не хватает. Астан Заканович, а по поводу инициатив, которые вы планируете реализовать в органе вашем в этом году, чем будете заниматься? Есть какие-то идеи? Вы знаете, в этом году я бы хотел сказать, что сегодня, 15 марта, 25 лет тому назад, впервые в нашей стране прошли выборы в органы местного самоуправления. И мы приступили к работе. В апреле 1998 года состоялось первое заседание собрания. Наша деятельность, она регламентирована законом Республики Абхазия об управлении в административных единицах. И что касается инициатив, конечно, депутаты, которые избраны от территории, у них всегда есть инициативы. Мы с этими инициативами встречаемся с руководством района, находим поддержку в лице главы администрации Юрия Львовича Хагуш.
Также и администрация выходит к нам со своими инициативами, потому что в соответствии с законодательством те же решения, которые принимаются администрацией, должны согласовываться с местным собранием. Поэтому у нас налажено такое рабочее взаимодействие. Что касается инициатив, вы знаете, в этом году мы, ожидая большой поток туристов, мы по прошлому году и по позапрошлому году видим, что туристы к нам идут на своем транспорте. Очень много у нас в городе автомобильного транспорта. Поэтому мы вот сейчас будем думать совместно с администрацией, с ГАИ. Нам надо какую-то схему определить, потому что очень много автомобилей, и город будет загружен. У нас там одна объездная дорога, и вот в этом плане у нас есть там инициативы по организации движения внутри города. То есть схему движения надо будет как-то менять, потому что турист, который приезжает на своей машине, ему нужны парковочные места. Их практически у нас нету, потому что люди, когда строятся, они не предусматривают парковочные места у себя на территории. И весь транспорт, который стоит, он стоит прямо у дороги. Понимаете, и это создает неудобства и местным жителям, и тем же туристам. В этом плане у нас есть инициативы, и мы сейчас будем их обсуждать с администрацией. Насколько я знаю, при строительстве таких объектов крупных там должно быть рассчитано и место парковочное. Да. Вы знаете, я еще раз объекты уже построены, а вот этого не было сделано. Сама по себе, рельеф у нас такой, там сразу горы и море. Нет такой территории, что можно было бы там планировать парковочные места. Там, и, тем более земля ценная. Да, и земля ценная, то есть поэтому здесь, конечно, сложновато нам. Но будем думать, будем искать варианты. Нам нужны еще дополнительные автомобильные развязки. То есть там у нас инициативы, мы будем их обсуждать. Также у нас и граждане наши избиратели, они постоянно обращаются к нам. Сейчас вот в преддверии курортного сезона сейчас начнутся вопросы торговли у нас возникают, вопросы строительства временных, потому что стационарные места торговли, они, понятно, не круглый год, но летом нам надо еще туристам предложить и более широкий спектр услуг. Здесь мы на пляжах наших, на набережных будем разрешать нашим гражданам заниматься выносной торговлей, там, временная выносная торговля. Для этого созданы специальные рабочие комиссии, где мы рассматриваем обращения наших граждан по организации. Как это должно выглядеть? Да, как это должно выглядеть, кому разрешить. Потом у нас экскурсионная деятельность, потому что наши туристы в Гагру, вы знаете, приезжают со всей страны, со всех регионов нашей страны приезжают на заработки. Наши же граждане приезжают кто на своем транспорте, кто занимается частным извозом, кто занимается экскурсионной деятельностью. И для них тоже мы сейчас будем определять регламенты, будем определять порядок работы именно на территории Гагрского района. Далее вот через наш район, вы знаете, проходят все маршруты, практически маршрут на озеро Рица. Здесь тоже по дороге на озеро Рица, через территорию Гагрского района, через поселок Бзыпта проходят маршруты. Здесь также, вы знаете, очень много жалоб от людей по поводу качества продукции, которая продается. Там тот же мед, те же спиртные напитки. У нас сейчас есть в районе соответствующая служба, санитарно-эпидемиологическая служба, которая будет заниматься вплотную этим вопросом. И мы тоже со своей стороны, депутатский корпус, всегда участвуем в работе этих выездных комиссий, там, проверок, контроля, потому что качество продукции, которое предлагается, оставляет желать всегда лучшего. А это наш имидж. И мы в этом плане также будем работать. Такие вот направления, там, транспортное обеспечение, там, состояние транспорта, состояние водителей, маршруты, порядки, графики движения транспорта, городского транспорта, качество продуктов, еще раз говорю, качество услуг, которые оказываются. То есть очень много вот таких вопросов, которые мы совместно с администрацией будем реализовывать.
Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю вас. Спасибо вам большое. А я напомню о том, как развивать Гагарский район и эффективно использовать доходы от турсферы, что беспокоит граждан и как население взаимодействует с районным собранием. Об этом подробнее говорили с главой Гагарского районного собрания Станом Агарба. Главный четверг. Главы городов и районов